Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. 6-й день перемирия в Украине. Сепаратисты захватили село Чернухино. Белорусский бизнес уходит в бессрочный отпуск. Предприниматели протестуют. Тираны и любовь к сильной власти. Выставка в Нью-Йорке. Начинаем, как обычно, с новостей из Праги. Коллеги? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В свете лампад и с флагами на плечах Украина вспоминает героев Небесной Сотни. По указу президента отныне каждый год 20 февраля страна будет чтить память тех, кто погиб в центре Киева во время революции достоинства, отстаивая свои права и свободы. Во время столкновений погибли более 100 человек, многие именно 20 числа от рук снайперов, сотни были ранены. Впоследствии погибших стали называть Небесной Сотней. Украина. Стреляли год назад, стреляют и сейчас. Последние новости с Донбасса, где под звуки канонады действует мирный договор. Украинские военные и сепаратисты в Донбассе насчитали в общей сложности 100 случаев нарушения режима прекращения огня за последние сутки. В частности, под минометный обстрел сепаратистов попали села под Мариуполем. Наш корреспондент Аскольд Сирко выезжает на линию фронта. Бойцами выезжаем в сторону Чармалы. Из того, что известно сегодня, что был уже с утра минометный обстрел в Чермалыке, и предварительно похоже, что сепаратистами происходит минирование для того, чтобы вооруженные силы Украины вместе с добровольческими батальонами не смогли перейти там в наступление, а чтобы сепаратисты смогли отойти для того, чтобы сосредоточить ударный кулак на каком-то другом месте. Но это пока предварительная информация, это предположительно. Сейчас непосредственно на месте уже бойцы батальона Днепр-1, прибыв туда, будут разбираться, выяснять обстановку. С собой у нас в машине, кроме автоматов Калашникова, крупнокалиберный пулемет 12,7 мм. А в самом Мариуполе на вид достаточно мирная жизнь. На сайте губернатора Луганской области Геннадия Москаля появилось сообщение, что поселок Чернухино полностью перешел под контроль сепаратистов. Наш корреспондент побывал на месте событий. А здесь Чернухино. Обстановка сейчас. Пацаны мои ходили в разведку туда дальше, за школу. Все чисто, везде наши. Здесь градами поливали, минами. Здесь страшно, что творилось. По концовке 14 человек здесь держало всю ночь до утра, пока подкрепление не пришло. В непризнанной республике сегодня пришла очередная колонна российских грузовиков. Между тем, по сообщению нашего источника, гуманитарная помощь от международных организаций, в частности ООН, может поступать только на территорию, подконтрольную украинским властям. При этом руководство Всемирной продовольственной программы ООН объявило об увеличении поставок продуктов в украинские регионы. Это капля в море. Потребность в помощи огромная. Мы завозим еду в надежде, что перемирие продлится, и мы сможем набрать продукты примерно 60 тысячам человек возле линии фронта. По оценкам ООН, с востока Украины бежали около 1 миллиона человек после того, как власть в регионе захватили сепаратисты. Александр Касаткин. Настоящее время. Украинский генштаб сообщил новые данные по пленным в Дебальцево. Это 110 человек. Вчера говорилось о 90 пленных со стороны армии. Пропавшим без вести официально числится 31 боец. Число погибших генералы не сообщили. Отмечу, вчера была информация о 13 убитых. Будет ли организован обмен пленными? Сколько боевиков, непризнанных ДНР, ЛНР у украинской стороны? Мы обращались к сторонам конфликта, но такой информации в течение дня так и не получили. Зато смогли узнать, как живет сегодня оставшееся немногочисленное местное население Дебальцево. Пусть заходят, проходят. Заходите, не стесняйтесь, заходите. Как мы живем? Заходите. Вот. У нас в городе Дебальцево почти бомбоубежищ нету. Вот. Людям ховаться негде. Они убивают. Где захотели, где спопешили людей, там и расстреляли. Ну да. Все. Вот. Вот так люди живут. А вот у нас наша красавица, 87 лет. Бабушка Вторую войну вот. пережила. А еще бабушка ей под 90. 90. Вот в каких условиях, в конце, в каких условиях живем. 9-й день, не вылазит.
Вот, не кушать, ничего. Выхожу на костер, палим костры и готовим кушать. Не помыться, как сами видите. Вот родное дерево, родной столб, родной завод, родная железка, это все мое родное. Ну куда я поеду? Тем более был бы я молодой, да, я бы, может, куда-то ушел. А так 53 года. Вместе с вооруженными силами на востоке Украины и добровольческие батальоны легализоваться добровольцы не спешат, поскольку уже и так воюют, говорят в Киеве. В руководстве силовиков при этом отмечают, такие батальоны, по сути, оставляют за собой порядок выполнения боевых задач. С одной стороны, без этих подразделений было бы невозможно, их бойцы совершили немало подвигов. С другой стороны, по мнению ряда украинских журналистов, некоторые из таких батальонов – это фактически вооруженные группы, поддерживающих их состоятельных людей. Чиновники призывают добровольцев получить официальный статус, а значит и социальную защиту. Наш корреспондент в Киеве Юлия Дрозд. Сейчас 37 батальонов добровольцев входят в состав Министерства внутренних дел как подразделение специального назначения. Исключением является Айдар, который подчиняется Министерству обороны Украины. Однако 2 батальона ОУН и добровольческий украинский корпус правого сектора все еще не получили официального статуса ни в одном из силовых ведомств. Мы знаем, что такое приказы, что такое субординация, и готовы к этому. С апреля прошлого года нет такого кабинета, в который я не заходил бы с вопросом легализации нашего батальона. Но процесс почему-то стопорится. Главная проблема, по словам комбата, это нехватка оружия. Сейчас бойцы используют либо трофейное, либо приобретенное, цитата, иными способами. Отсутствие социального обеспечения ребят особо не волнует. Добровольческий украинский корпус – часть военно-политического движения «Правый сектор», которое возникло во время протестов на Майдане. По словам участников организации, корпус сейчас насчитывает около 10 тысяч бойцов, которые прошли базовую военную подготовку. Однако Минобороны пока не спешит легализовать их. Речь идет о патриотах, которые стоят в очереди за оружием, чтобы защищать Родину. Российская пропаганда называет нас фашистами. Но о каком фашизме в 21 веке в центре Европы можно говорить? Как в это вообще можно верить? У меня самого крестник еврей. Какой я фашист? По мнению членов правого сектора, в высшем военном руководстве Украины есть предатели, которые не хотят окончания войны. Государству, видимо, выгодны котлы, как в Иловайске. Выгодно, чтобы гибли патриоты. В силовых ведомствах говорят, что добровольцы сами не спешат легализироваться, поскольку уже и так выполняют боевые задачи и фактически оставляют за собой порядок их выполнения. Однако чиновники призывают добровольцев получить официальный статус, который гарантирует социальную защиту. Правый сектор, насколько я знаю, ведет переговоры с Министерством обороны. Николая Каханивского я знаю давно, как большого патриота. В августе прошлого года у нас была встреча. Я объяснил, какие документы нужно подать для легализации. В Минобороны также заявляют, что переговоры и с корпусом правого сектора, и батальоном ОУН продолжаются. В переговорах принимает участие главнокомандующий Генерального штаба. Наша задача – легализовать все подразделения, выполняющие задачи в зоне АТО. Сейчас батальоны ОУН и правый сектор подчиняются руководителям тех секторов, где находятся эти подразделения. Юлия Дрозд. Настоящее время. Далее у нас эфир из Вашингтона и другие темы. В администрации Барака Обамы ожидаются кадровые рокировки. Наташа, расскажите подробнее. Да, Сергей, Джен Псаки, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства, вскоре вернется в Белый дом, где она займет пост директора по связям с общественностью. А пока на очередном брифинге в Госдепартаменте Псаки заявила, что Россия и поддерживаемые ею сепаратисты продолжают нарушать подписанные в Минске соглашения о прекращении огня в Восточной Украине. Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся атаки со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов в Дебальцево, Мариуполе и других пунктах на востоке Украины. Эти атаки нарушают перемирие и попирают Минские соглашения. Украинское правительство сообщило, что с момента наступления перемирия 15 февраля поддерживаемые Россией сепаратисты нарушили его более 250 раз, что привело к гибели 10 и ранению нескольких сотен человек. ОБСЕ подтвердила факт нарушения перемирия и отказ сепаратистов в доступе наблюдателям ОБСЕ в Дебальцево и другие пункты. Эти действия идут вразрез с тем, что Россия и сепаратисты неоднократно согласились выполнять в Минске.
Отметим еще два момента. По поводу информации о поставках «Газпромом» газа на юго-восток Украины, в Госдепартаменте сказали, что все-таки лучший способ нормализовать ситуацию – это начать соблюдать Минские соглашения. И второе, Джен Псаки подчеркнула, что несмотря на попытки Москвы представить кризис в Украине как конфликт между Россией и НАТО, Вашингтон рассматривает его как конфликт между Россией, пророссийскими сепаратистами и Украиной. Серьезные кризисы неминуемо заставляют проводить исторические параллели. В частности, Кеннет Яловец, бывший посол США в Грузии и Беларуси, сравнивает Минские соглашения и план Медведева-Саркози, принятый в августе 2008 года. Между этими соглашениями можно провести несколько параллелей. Самый важный из них, на мой взгляд, это размытые формулировки и отсутствие предусмотренных мер по контролю за выполнением этих договоренностей. В случае с Грузией в 2008 году мы увидели, как после прекращения боевых действий Россия полностью так и не вывела войска с территории Грузии и продолжила захват территорий кусок за куском. Минские соглашения сегодня имеют несколько сходств. Россия собирается силой перекроить границы Европы. С таким заявлением выступил на этой неделе вице-президент Еврокомиссии, бывший премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис. Тот факт, что проводимая Кремлем политика дестабилизирует всю Восточную Европу, все больше тревожит Запад. Растущее число так называемых замороженных конфликтов может нарушить весь расклад сил в Европе и на постсоветском пространстве. Вот почему в последние недели в США и в странах Евросоюза на всех уровнях очень активно проводятся конференции и политические встречи, участники которых пытаются найти решение проблемы. Подробности в репортаже Вадима Оленичева. Состав конференции, прошедшей в Вашингтонском центре German Marshall Fund, был весьма представительным. Политики, дипломаты, профессора и политологи. Почетным гостем фонда Маршалла был депутат Европарламента и вице-председатель германской партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер. В вопросе об украино-российском конфликте Бютикофер представляет мнение значительной части европейских политиков. По их мнению, за последние пару месяцев между Америкой и ее европейскими союзниками возникли разногласия. Но стратегические приоритеты государств-членов НАТО, считает Райнхард Бютикофер, остаются прежними. В частности, Западу ни в коем случае не следует снабжать Киев вооружениями, как бы к этому ни призывали решительно настроенные политики в Вашингтоне. Если вы спросите в США таких людей, как сенаторы Грэм и Маккейн, которые выступают за поставки оружия Украине, а что дальше? А что за этим последует? Они не смогут вам ответить. У них нет ответа. Они просто действуют импульсивно. И если появляется какая-то проблема, сразу говорят: пошлите туда оружие. Но эта мера будет неадекватной. Какой же тогда видится европейцам политика в отношении России? Правительство Германии и лично канцлер Ангела Меркель выступают за курс стратегической выдержки, то есть за политику, сочетающую применение санкций с дипломатическими усилиями. Иными словами, Америка и Европа должны совместно, шаг за шагом, оказывать давление на Кремль. Если Запад допустит внутренний раскол, если европейские дела, европейская безопасность перестанут быть предметом общего интереса, как американцев, так и европейцев, то наше единство, являющееся нашей основополагающей силой, которую мы уже продемонстрировали в ходе нынешнего кризиса, будет подрублено на корню. И я очень сомневаюсь, что мы должны снять перед президентом Путиным шляпу и заявить: вы знаете, американцев не интересует ни ситуация в мире как таковая, ни соблюдение международных норм и правил в Европе и в граничащих с Россией регионах. Это было бы большой ошибкой. Таким образом, большинство лидеров Евросоюза не верят в то, что снабжение Киева вооружениями изменит ситуацию в пользу Запада. Военная взаимопомощь в рамках НАТО, естественно, должна оставаться в силе. Но в милитаристских игрищах, как считают европейцы, всегда будет выигрывать президент Путин, потому что он готов рискнуть большим, нежели Запад. ЕС не хочет, чтобы Европа вновь стала центром мирового конфликта, а значит, объявлять России войну еще рано. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Принятием совместного заявления в Вашингтоне завершился трехдневный саммит по противодействию экстремизму, в котором приняли участие свыше 60 стран. Участники форума договорились провести следующий саммит на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Инициатор встречи, президент Барак Обама, получил свою порцию критики от политических оппонентов, от республиканцев, за то, что в названии конференции отсутствовали слова «исламский экстремизм». Однако американский президент не согласен с критикой. Опасность, по его словам, представляет экстремизм любых мастей. Александр Панов передает из Госдепартамента, где прошла заключительная встреча на уровне министров. Ирак, Сирия, Ливия, Пакистан, Сомали, Оттава, Сидней, Париж, Копенгаген, Нью-Йорк, Форт Худ, Бостон, Чапел-Хилл.
Экстремизм, замешанный на религиозной или расовой или классовой ненависти, не знает географических границ. Выступая на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года, Барак Обама предложил всем государствам объединить усилия в борьбе с этим явлением, создать общую коалицию. Трехдневный саммит в Вашингтоне стал конкретным шагом по реализации этой идеи. Американский президент призвал бороться с экстремизмом на всех фронтах – военном, идеологическом, экономическом и политическом. «Мы все в одной лодке», – сказал Обама. Угнетение, коррупция и несправедливость – вот рассадники недовольства. Однако борьбу с терроризмом нельзя использовать для подавления критики в адрес конкретных лидеров, заявил глава ООН. Многолетний опыт доказал, что недальновидная политика, слабое государственное руководство и полное пренебрежение к правам человека приводят к разочарованию и гневу. Мы никогда ничего не добьемся, если не будем прислушиваться к своему моральному компасу. Салам Аль-Марайти, один из лидеров исламской общины Лос-Анджелеса, выступая в Белом доме, рассказал о пилотной программе по профилактике экстремизма среди американских мусульман. Это правильно, что в названии саммита не было слова «исламский». ИГИЛ, Боко-Харам, Аль-Каида и другие мечтают, чтобы их движения были признаны религиозными, а не террористическими. Мы не дали им такого шанса. Противостоять вербовщикам террористов все труднее, поэтому нам необходимо партнерство разных стран, религий, гражданского общества, разных поколений. Только общими усилиями можно победить террористов. Ханс Бонте, бургомистр небольшого бельгийского городка Вилворде, в первый, наверное, в последний раз выступал в Белом доме. Бельгия – страна, где ИГИЛ особенно успешно набирает своих европейских рекрутов для джихада в Сирии. У нас очень благополучный город, но уровни доходов у представителей исламской общины заметно ниже, безработица выше, хуже успеваемость детей в школах. Я бы назвал это структурной дискриминацией. Из городка с населением в 42 тысячи человек 28 молодых людей уехали воевать в Сирию. Но мы знаем эти семьи, видим эти проблемы и решаем их сообща. В дни саммита специальным посланником Обамы по контртерроризму и стратегическим связям был назначен Рашад Хусейн. Ранее он занимал пост посланника президента при Организации исламского сотрудничества. Мы все находимся в одной лодке. Мы обязаны помогать друг другу. В моем лице и в лице Америки у вас надежные, сильные партнеры. Александр Панов, Дмитрий Шахов. В настоящее время Вашингтон. Был предпринимателем, стал безработным. Белорусские предприниматели фактически исчезают как класс. Передаем слово коллегам в Праге. Сергей? Малый бизнес покидает рынки и уходит в бессрочный отпуск. А все почему? Потому что близится 1 марта. Именно в этот день вступает в силу президентский указ о поддержке техрегламента Таможенного союза. Проще говоря, предприниматели должны будут иметь сопроводительные документы и сертификаты качества на весь свой товар. Представители малого бизнеса уверены, обеспечить это физически невозможно. Почему в одночасье президентский указ оставил без работы несколько тысяч людей, мы узнали на одном из рынков Минска. В чем проблема указа номер 222? Почему вам так тяжело, условно говоря, купить сертификат? Проблема в том, что фирмы, там, где мы берем товар, не дают сертификаты. Происхождение третьих стран, Китай, допустим, Россия, за границей не дают документы. То есть, получается, если мы покупаем какую-то вещь, и она будет сертифицирована вот за ту сумму, она удорожает на сколько процентов? Я думаю, 250%, так точно. Пример, что купальник она продает за $40, а такой же купальник предоставила белорусская, скажем так, контора оптовая. Он стоил 70 евро в закупке. Поэтому, сами понимаете. И расскажите, пожалуйста, что будет 1 марта? Мертвый торговый город Минск. Предприниматели говорят, если власти не пойдут им навстречу, то может быть то, что случилось на рынке в Молодечно. Во время одного из рейдов сотрудники АБЭП нашли несоответствие в перечне товаров на прилавке и в описи остатков. Вещи изъяли. Чтобы их никуда не увезли, отчаявшаяся женщина залезла под милицейскую машину. Сами предприниматели в ближайшее время собираются добиться встречи с президентом и уже начали сбор подписей за организацию съезда с участием Александра Лукашенко.
Могилевская область. Вновь время передавать слово в США. У коллег новости в стиле политического арта. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, в Нью-Йорке в университете New School открылась необычная выставка. Она посвящена тиранам, тоталитарным и авторитарным правителям мира. Ее куратором является правнучка Никиты Хрущева, Нина Хрущева, у которой с сильной властью очень личные отношения. Гости выставки могут задуматься о сути и корнях сильной власти и даже выбрать своего любимого, в кавычках, и самого популярного, тоже в кавычках, тирана. С нами на связи из нью-йоркской студии Виктория Купчинецкая, которая побывала на выставке и побеседовала с Ниной Хрущевой. Вика, ну так кто стал самым популярным тираном с точки зрения посетителей? Наташа, посетители за своих любимых, в кавычках, тиранов голосовали и выбрали самым своим любимым, неудивительно, северокорейского диктатора Ким Чен Ира. Ну, а второе место удивительным образом занял президент Турции Эрдоган. Вообще цель этой выставки, как ты правильно заметила, чтобы посетители задумались о сути сильной власти и чтобы сильная власть для них стала не такой недосягаемой и, может быть, чтобы у нее появилось, если можно так сказать, человеческое лицо. Такая концентрация власти возможна только в мире тоталитарной фантазии. Махмуд Ахмадинежад рядом с Саддамом Хусейном, Реджеп Таип Эрдоган рядом с Владимиром Путиным, Маргарет Тэтчер, Сильвио Берлускони. А еще Иди Амин, Александр Лукашенко, Роберт Мугабе, Дик Чейни и Ричард Никсон. Сильные мира сего, сделанные из бумаги со своими атрибутами. Политолог и куратор Нина Хрущева хочет, чтобы посетители выставки «Любовь к власти» властью все же не очень увлекались и над нею посмеивались. Дворцы, золотые статуи, как мы видели в Советском Союзе, все время они вперед, и эта статуя намного выше. Surgeon, мой коллега, он сделал это все из бумаги, потому что бумага проходит, бумага трясется от малейшего шепота, и как бы мы повернули власть с ног на голову, то есть наша власть разрушаема. Для участия в выставке диктаторов выбирали сердцем, исходя из личных пристрастий. Для Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева, вдохновением стал не какой-нибудь советский властитель, а бывший вице-президент США Дик Чейни. Поскольку мы в России, в Советском Союзе выросли с диктаторами, то я все-таки своих диктаторов знаю наизусть. И когда я его увидела, я сразу поняла, что это мой человек. И с тех пор я за ним наблюдала, я в него влюбилась совершенно. Я до этого была абсолютно влюблена в Фиделя Кастро. Я бросила Фиделя Кастро для этого. Второй куратор выставки Срджан Йованович Вайс, выходец из бывшей Югославии, тоже знаком с диктаторами не понаслышке. У нас тут есть машины для голосования, и можно выбирать диктаторов. Некоторые посетители к нам подходят и жалуются, почему, мол, моего диктатора нет в списке. Так что наша цель еще и как-то расслабить эту очень тяжелую, сложную тему, чтобы она стала более доступной. Оказывается, что самый любимый тиран американцев – северокорейский Ким Чен Ир. На втором месте выросший за последнее время в авторитарного правителя Турции Реджеп Таип Эрдоган. Владимир Путин на почетном 4-м. Я думаю, что, в общем, мой интерес, безусловно, определен тем, что я в этом выросла, и я пытаюсь это анализировать как человек, который был в этом и вышел из этого, из авторитарной системы, пришел жить в демократическую. То есть мой Владимир Путин никуда не уходит, он уже сидит 15 лет. Мой Дик Чейни ушел через 8 лет. У властителей есть много привилегий. О них слагают песни, они вдохновляют журналистов и писателей. Американская художница Бренда Богарт написала их портреты. Видите, я здесь нарисовала Дика Чейни рядом с Каддафи и Гитлером. И не знаю, смеяться или плакать. Но я хотела, чтобы люди задумались о тех, кто наделен властью, и кто может ее использовать и для доброго, и для дурного. Ироничный тон выставки помогает ощутить, насколько приходящая сильная власть. Наверное, многие властители думают, что будут оставаться у власти вечно, а потом оказываются на такой выставке. Ну и теперь и наши зрители в разных странах мира, Наташа, тоже могут задуматься о сути вот сильной власти и о том, что любая сильная власть не вечна. Вик, ну вообще диктаторы часто бывают колоритными, едва не карикатурными фигурами, если бы они не были, я бы сказала, такими страшными. Но есть ли на выставке диктатор, который как-то выделяется?
Ну, с моей точки зрения, самый колоритный был диктатор Муаммар Каддафи. Вот это мое такое личное пристрастие. Он был самый театральный, мне очень нравились его наряды, мне нравилась его палатка, которую он за собой везде возил. Еще нравилось то, что он окружил себя бодигардами, привлекательными молодыми женщинами. И в этом я вижу какую-то победу борьбы женщин за свои социальные права. Ну, у вас и вкус. Спасибо. С нами была наш корреспондент в Нью-Йорке Виктория Купчинецкая. Снова передаем эфир Праге. У нас другие темы, коллеги. Еще недавно сравнение истории со спиралью казалось банальной формой. События вековой давности, война, изменение мироустройства, передел границ. Мы думали, что эти фразы так и останутся в учебниках истории. Но они перекочевали в сводки новостей. Все повторяется. Когда политикумы разных стран будут помнить и знать историю? Мы не можем ответить на этот вопрос, зато сейчас можем помочь с теми страницами прошлого, без знания которых будущее просто невозможно. В эту пятницу наш автор Ефим Фиштейн готов рассказать о Чехословацком легионе, о подвигах и людях, чьи судьбы поломала война. Обелиск и скульптурная группа на фоне Эмаусского монастыря, которую вы за мной видите, это памятник чехословацким легионерам в Праге. На памятнике написано «Прага своим победоносным сыновьям». Начиная с 2014 года, с начала Первой мировой войны, многие чехи и словаки отказывались служить в австро-венгерской армии и перебегали на сторону России. Они были не военнопленными, они были добровольными перебежчиками, и вскоре из их числа сложился определенный военный корпус, который Россия по-своему инкорпорировала в военные действия. Уже было сказано, что они принимали участие в некоторых битвах против австро-венгерских и немецких войск. Так продолжалось до большевистского переворота в России, когда к власти пришли коммунисты, и чехи и словаки, тогда находящиеся в пригороде Киева Дарница, отказались подчиняться приказам большевистского правительства, сохранили верность своей присяге, сохранили верность своему союзу с Антантой, в том числе и с царской Россией. Большевики пытались их распропагандировать, чтобы заполучить в свои военные части какое-то количество квалифицированных военных. Так это им удавалось с венграми, латышами. В случае Чехословацкого легиона лишь 150 человек примкнули к большевикам, вступили в Компартию. Был среди них и знаменитый чешский писатель Ярослав Гашек, который из России потом, кстати, привез и свою вторую жену Шуру, вступил в партию большевиков и был даже комендантом города Бугульмы, о чем и написал целое повествование. Отказавшись подчиняться приказам большевиков, в частности приказу разоружиться, они оказались поставленными перед вопросом, как вернуться домой. Через запад Украины этого сделать было невозможно, там находились оккупационные войска Германии, пришлось бы вступить с ними фактически в боестолкновение. Была задумка вернуться домой через Архангельск. Туда тоже еще надо было добраться, но тем не менее. Началась зима, и Северное море оказалось закрытым из-за льда. Тогда они приняли совершенно нестандартное, я бы сказал, фантастическое решение пробиваться через всю территорию России на восток, до Владивостока. С боями, более или менее интенсивными, они пробились сначала в Казань, потом в Екатеринбург, потом дальше фактически стали контролировать всю Транссибирскую магистраль. Многие историки разделяют точку зрения, по которой близость Чехословацкого легиона, пробивавшегося к городу Екатеринбург, послужила причиной преждевременного расстрела царской семьи. Действительно, чехи и словаки оказались тогда в неделе похода от города Екатеринбург. Правда это или нет, тем не менее нужно сказать, что спасти царскую семью Чехословацкому легиону не удалось. Заняв фактически Транссибирскую магистраль и охраняя штаб Колчака и то, что оставалось от золотых запасов царской России, чехи и словаки двигались вдоль Транссибирской магистрали к Владивостоку, постепенно занимая
города Омск, Иркутск, Благовещенск, сев корабли во Владивостокском порту, они через Японию, Соединенные Штаты, европейское государство вернулись в Чехословакию. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.